В Крымско-татарском музее прошло памятное мероприятие к 130-летию со дня рождения выдающегося крымско-татарского композитора Яхья Шарфетдинова. Представители творческой интеллигенции говорили о неоценимом вкладе Шарфетдинова в развитие крымско-татарского искусства, его деятельности как фольклориста и этнографа по сбору образцов народной музыки. Приходили люди, он их прослушивал, записывал что-то, с ними репетировал, что-то объяснял, что-то корректировал. То есть была такая жизнь, которая мне напомнила вот сегодняшний концерт. Люди выступали, что-то рассказывали. Также и так, когда мы были еще маленькими, очень много людей приходило, и мы с удовольствием все это слушали. Бабушка всегда его поддерживала, София. Она любила что-то ему подпевать, что-то рассказывать. То есть они вместе всегда были такой обворожительной парой. Бабам бирабер олармен чалышкан, ягаммен бирабер. Крым-татар драм театрында, радио комитетте чалышкан ана. Бет олар бүгүнкү күнүмүздө бизди бек Крым-татар миллетине аякка койгон адамдар десем олар яңгышман. Яхья Шарфетдинов родился в 1894 году в Кефе, в семье бедняка. После окончания семинарии преподавал в родном городе. Позднее учился в Московской консерватории, после успешного окончания которой вернулся в Крым. Яхья Шарфетдинов был не только блестящим музыкантом, но и прекрасным художником. 19 asırның орталарından açıldı Симферопольская татарская учительская школа. Анда Крым татар балаларını demek kabul etip internet şekilinde onlarını Rus tilini öğretip demek son onlar köylerge kaytıp Rus tilini yayratacaklar. Ve şu bizim talebelerimizden böyle bir pek belli şahslar çıktı ve şu mektepte pek öz zanatını yaxşı bilgen resim hocası vardı ve onun elinden böyle bir impuls alarak, ışık alarak edilir Hüseyin Budaninski, Abdurrefi Abiyev ve onların arasında da oldu Yahya Şarfetdinov ve onu yollayırlar okumağa Moskva'ya, Peterburg'a. Bitirgen son yekünlep o Kırım'a kayta ve ocağılık edip böyle bir belli köylerde çalışa. Яхья Шарфетдинов работал музыкальным редактором радиокомитета, заместителем художественного руководителя Крымского государственного татарского театра. В 1941 году он был эвакуирован в Ташкент, где делал все возможное, чтобы сохранить музыкальное наследие своего народа. Яхья Шарфетдинов – автор и составитель целого ряда книг и сборников, создатель многих вокальных произведений и сочинений крупной формы. Главным делом композитора стала подготовка сборника «Звучит Хайтарма», в который вошли 350 народных песен, танцевальных мелодий и музыкальных легенд. Elbette biz hepimiz ondan faydalandık. Söz olsun, notalar olsun, tarih olsun, müzikanın tarihi olsun demek bizim için önemli, kıymetli. Bizim şimdiki akademik müzikası olsun, başka diğer müzikalar, folklor, şu kitaplardan alıngan. Demek büyünce adımlar taşıran bu yayağımız. Мероприятие украсили своими выступлениями ансамбли Хырым, Хайтарма и другие именитые артисты. Anal kırının ardında ulakta baktım, davu kırının ardında ulakta baktım, ulaklarım kaytaramacılakta baktım, başarmazsa baktım, koderim atımda baktım. Ama bayın kızı kadrini düştü ay. За 50 лет творческой деятельности Яхья Шарфетдинов написал сотни музыкальных произведений, но своим главным призванием Шарфетдинов считал собирание народной музыки, которая в том числе благодаря ему вернулась из ссылки в Крым вместе с народом.